Дорогой мой многоуважаемый брат Уди, сообщаю тебе, что нахожусь на фронте, жив, здоров. Это последняя весточка, которую Дауд Ибрагимов из Тайпа-Евлоевых отправил своему брату Уди. В письмах красноармеец часто спрашивал о доме. О войне рассказывал так: «Я на полпути к немецким мерзавцам, обязательно вернусь с победой». Дауд ушел на фронт вместе со старшим братом Багаудином, уроженца сельского поселения Валерик Ачхой-Мартанского района Чечено-Ингушетии. Братьям тогда было всего 18 и 19 лет. В 1940 году они были призваны в ряды Красной Армии из Веденского районного военкомата. Оба брата в начале войны идут на фронт. Воевали они на Украине. Все, что сохранилось в память о героях войны, это 7 писем, истрепанных временем, и фронтовые фотографии Дауда. Здесь он слева с боевым товарищем Веретенниковым. Если от Дауда хоть какие-то вести были, то от Багаудина совсем наоборот. От него пришло всего одно письмо в 1941 году. Больше о нем ничего не известно. Дауд Ибрагимов погиб в конце августа 1943 года. Похоронен в братской могиле в Новороссийске. Все эти материалы переданы в музей родственниками участников Великой Отечественной войны, в том числе их племянником Адланом, сыном старшего брата Уди, кому и были адресованы письма с войны. К подлинным документам, которые родственники с таким доверием передали музею, здесь также относятся трепетно. Они в очень потрепанном виде. Их нельзя вкладывать в целлофановые такие пакеты. Есть специальная инструкция для хранения именно ветхих документов. Для этого пользуются специальной такой калькой. Это бумага специальная, лощеная. Для сотрудников музея это бесценный вклад в исторический фонд, тем более архив о боевом пути сыновей ингушского народа, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь как раз проходит акция «Подари музею». Эти экспонаты получат новый статус и новую жизнь, будут представлены на новых выставках и экспозициях. Так, с начала акции в музее собрано более 300 ценных предметов. Не проходит ни дня, чтобы люди, жители нашей республики, да и жители сопредельных республик даже, не приносили бы к нам материалы, которые касаются истории, военной истории нашего народа и другие материалы, которые интересны для нашего музея. Семьи Ибрагимовых поделились самым дорогим, что у них было, в память о 2 солдатах, погибших еще в расцвете сил за свободу и светлое будущее своей родины. Память о них должна жить века. Залина Могушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24.